Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. И к нам сегодня в нашу версию летних передач пришел в гости Сергей Помогаев. Сергей, приветствую. Добрый Сергей, руководитель яхт-клуба, 15-летний капитан. Все верно. Да, Сергей, объясняю. Наша передача, как я тебе и в самом начале говорил, она не кулинарная передача. То есть мы, по большому счету, не учим здесь готовить. Наша передача – кулинарное ток-шоу, куда мы приглашаем друзей, заставляем их готовить, а потом это все съедаем. Да. Так что с чем ты к нам сегодня пришел? Так, ну сегодня с рыбкой пришел. С рыбкой, так. Пожарим рыбку, Ага. перчики пожарим. Ну и все пока. Ну и все пока, да. Ну давай приступаем, да. Ты что тебе нужно, мне говори. Да, я буду тебе помогать, ну по мере возможности. Хорошо? Так, ну сначала, чтобы рыбки пока не мораться, муку сделаем. Муку. Ну то есть ты Чем, рыбу да, будешь в муку обваливать. чем она будет у нас Так, купаться? блюдо имеет какую-то историю? Историю, ну... У меня супруга Анечка очень любит, когда я готовлю рыбу. Но это Так, очень так, редко так. бывает. Ага. Вот. Ну вообще считается, что редко же, что, хотя и считается лучшие повара в мире мужчины, но редко бывает, что мужчина сам дома готовит. Да? Ну то есть получается вы дома готовите, это традиционно. Ну, если редкость, это традиционно или нет? Не так часто, скажем. Не так часто. Готовлю, но не так часто, да. Ну, дети тоже любят рыбу. Ну то есть еще и детский заказ получается, да? Можно сказать, да. Ага, так. Это ты добавил, по-моему, какую-то приправу. Да, это вот Ага. рыбка с укропом, да. Ну понятно, зеленью. Ну, по сути, как бы это сейчас вот рыбка, да. А если дома рыбки не будет, а будет какая-нибудь там для мяса там и для курицы, да, я все равно запихаю туда. Да, как бы. Так, Сергей, Непрактично. традиционный вопрос, да, не мог бы ты рассказать немножко о себе, да, ну, скажем так, чьих буйки, откуда родом и все прочее, немножко, ну, видеть карточку про себя. Так, ну, сам с Якутска. Да. Что еще? Где учились, чем Так. занимаетесь сейчас, да, вот. Закончил речное училище якутское в 96-м. Потом 2 года в армии, в танковых войсках. Потом 20 лет в пожарной части. Пожарной части. Да, Именно спец- непосредственно пожар тушили. Да, в спецчасти, Ух ты. непосредственно пожаре. Последние года 6, наверное, в качестве начальника караула. И сколько там, года с 19-го на пенсии Уже. уже. Ну потому что там год за 2 и все, наверное, да? Нет, просто как бы в планах стояло 20 лет отработать и на пенсию уйти. Бывает такое. Некоторые сразу на рыбу мажут, да? Вот я не знаю, я почему-то в муку добавляю. Правильно, неправильно даже. Ну, разные подходы, да. Некоторые просто берут и рыбу, да, обваливают в да, этом. как бы маленько их. Так, ну все, наверное, хватит, я думаю. Все равно рыба и без того будет вкусная. Да, ну, Поэтому- считается, что хорошую рыбу испортить невозможно. Ну, это точно. Да. Да? Даже готовить не обязательно. Посолил чуть-чуть и съел ее. Да? Разрешил, да. Не надо заморачиваться. Так, ну мы сегодня шкурку уберем. Так, шкурку я тебе мусор там внизу приготовил. Да, вот только можешь убирать. Расскажи, пожалуйста, про вот яхт-клуб, да, свой. Мне довольно так интересно, что в наших краях, да, ну, скажем так, это скорее редкость же, да? Ну, то есть такое редкое увлечение. Ну, как бы сейчас, да, в 80-х, где-то примерно в 81 году, здесь, по-моему, начался яхтинг в Якутске. В Якутске где-то было порядка 3 яхт-клубов, и еще один яхт-клуб был в Жатае, Альбатрос. Вот. Если мы просто ходили... Это, то есть, в советское время, 80-е годы, да, говорите, да? была мода такая у больших крупных организаций какие-то кружки открывать, там, авиамодельные, там, еще что-то, да. да, Вот, да. и кто мог позволить, открывали Ну, себе по линии яхт-клубы. ДОСААФа там, наверное, да? Да, да, что-то. Вот этот наш, допустим, яхт-клуб Лена, он был по линии речного училища. Ну, то есть, собственно, ты же сказал, что ты там учился. Вот. Оттуда и пошло, наверное, увлечение, с молодости, да? Нет, скорее всего, вот с таких лет, наверное, пошло это увлечение. С маленьких. Я просто помню и по фотографиям, там годика, наверное, 4 мне было, мы уже с сестрой запускали
кораблик, который папа сам делал, парусный, в луже там уже выпускали. Потом, Ручьи, весенние ручьи, наверное. ну, на фотографии была большая такая лужа. Вот. А потом где-то, наверное, я не знаю, сколько там, где-то 8 было, я уже свой катамаран построил из тюбик этот клей канцелярский, который разрезал. Были такие жалюзи, что ли, и там типа бамбуковых таких тоненьких палочек было, вот непонятно, что за дерево было. Я вот оттуда их вытаскивал, у мамы как бы стырил, и у меня там мачта была, рея, как бы парус сделал. И потом с мамой же пошли в парк наш, и там вот фонтан же есть, вот старый. Вот в этом Глубине, да. фонтане запускал этот катамаран свой первый. Вот, может быть, оттуда пошло, наверное, не знаю. Ну, то есть, подожди, именно увлечение уже как-то само по себе с детства, да? Или откуда-то это? Ну, Может, какая-то тяга, преемственность тяга, родителей? наверное, что ли, как бы, или болезнь к парусам. Что-то получается. запускать именно в воду. Нет, не запускать, ну, как бы, ну, к этому отношение иметь, что ли. Не знаю, вот были, допустим, для меня такая реликвия была, это вот найти журнал, это «Юный техник». Юный техник, моделист-конструктор, да, Моделист-конструктор. А наука жизни, самый так. крутой был журнал для меня, это «Паруса и яхты». Ой, «Катера и яхты». Ага. Вот там были катера, паруса, всякие вот А, катамараны. оттуда брал, наверное, тримараны да, были. модели и конструкции, да? Нет? Ну, не брал, скорее всего, просто мечтал. Как бы это было все-таки недосягаемое, грубо говоря, как бы, да, все-таки это роскошь, там туда-сюда. Единственное, что сам пробовал, это когда в каком-то, вот, наверное, моделист-конструкторе или в юном технике, я не помню, была схема буера. Это когда яхта на колесиках. М. Вот тогда я взял доску, притащил, там отпилил, там шпингалеты у папы взял, там А, которая приделал. сухопутная, да? Да, да, На сухопутная. колесах, да, и потом она по Да, да, с да. парусом идет. Да, ну я ее так по и не ветру. доделал, потому что как бы инициативы от папы не было, чтобы ну, помочь нам доделать. А это все-таки серьезная конструкция была, да? Поэтому начать начал, но не доделал. Как бы вот так вот было. Так. Мы всю рыбу будем жарить? Можно все. Да. Ну тут, наверное, сейчас вот 2, и потом 3 отдельно пойдет. Третья Да? отдельно пойдет, да? Может, мне помочь тебе тоже взять, чтобы так не стоять, делать вид, что я тоже что-то умею. Подай мне, пожалуйста, нож этот один, да? Тоже помогу тебе шкурку отделить. Слушай, а когда появилось вообще вот серьезное увлечение уже? Вот? Так, ну в школьные годы, получается, я хоть и живу возле Площади Победы, но я не знал о яхт-клубе. И случайно Дениска из 4-го подъезда после купалки на дамбе позвал в яхт-клуб. Или просто куда-то позвал, там пошли. И пришли в яхт-клуб, который был раньше возле лодочной станции Лена. Вот, пришли, я туда записался. Получается, на первый день я стал шкотовым. Это вот на яхте, там двое. На яхте экипаж из 2 человек состоит. И вот мне первый день поставили шкотовым, и был второй рулевой там мальчик. А на второй день, когда я пришел, мальчика этого не было. И меня уже поставили сразу Уже? рулевым, да. По-моему, даже в одного, что ли, пришлось там ходить под парусами. А куда ходили? Самое дальнее, есть специальные какие-то? Самое дальнее, ну, дальнее самое ходили с этого, с Алекминска на тримаранах под парусами до Якутска. Ух ты. 11 То есть дней. сплав, да, получается? Ну, как бы, да, сплав под То есть парусами. ниже получается. Ниже, ага. Еще вот часто все под моторами как бы дополнительно берут, а мы там чисто с веслами и парусами были. Ну, то есть течение и течение на желание на ветер попутный. Да, Получается и так. ветер и хороший ловили, и без ветра сплавлялись, как бы вообще где-то ну, чисто веслами подравниваешь, и все как бы. Слушай, а правда то, что, ну вот раньше же не было же, скажем так, двигателей, да? Пираты, ну или мореплаватели, они же как-то ходили, ну то есть не всегда же попутный ветер. А почему они бухали? Бухали? Ну, вот в кабаках ром постоянно пили там. Ага. Вот ждали по погоду. полгода, А, ну, там, по 3 месяца, даже ждали так? попутную А каким-то там погоду. считается, что галсом там туда-сюда идут или как? Ну, это мы против ветра, когда идем, мы идем, ну, не строго против ветра, а елочкой. Так, это да, вот да, галсами да. называется. Там Галсом левый, называется. правый галс. Ну да. то есть теоретически можно и против ветра идти Ну да, в море. конечно. Ага. А есть желание какое-нибудь такое, что есть же вот конюхов товарищ, Ну, у кого нет это? а? У кого такого желания нету? Да? А цели какие-нибудь такие ставишь себе? Сходить в кругосветку в какую-нибудь? Ну, не знаю, вообще далеко куда-то забраться на парусе. Ну, если повезет, заберемся. Ага. А что нужно для этого?
большое желание, наверное. Так, масло. Слушай, а ты сейчас руководитель яхт-клуба, да? Чем, кроме того, что... Ну, вообще расскажи, пожалуйста, вот про деятельность. Чем вы там занимаетесь вообще? Так, ну, как бы основная наша деятельность — это развитие парусного спорта. Как бы непосредственно прямое. Вот. Сейчас пока с детьми занимаемся. Хотя есть возможность уже и взрослых взять, любого возраста, как бы, да. И яхты есть, как бы, просто было бы желание у человека. То есть это подобие кружка секции, да? Да. Да, а где базируетесь? Если летом, то на Белом озере. А если зимой, то в Институте водного транспорта, в том же Речном училище, получается. Зимой. Зимой, А да. зимой, ну, смотрите, воды нету и что-то, да. Теорию изучаете? Ну, зимой строительство. Яхты строите? Строительство яхты, ремонт яхт, допустим. Теория идет. Если не сильно холодная погода, то можно на буере выйти, на колесиках, походить, как бы. По льду, да? Нет. По льду прямо? у нас вот не получается из-за того, что лед еще тоненький, а снега уже много, допустим, весной. А, ну, то есть надо чистить. да, Осенью, всегда. да, а много чистить, как бы, ну, смысла нет. Поэтому мы выходим на колесиках. На Ус-Хаты небольшая площадка, очень хорошая. Да, вот В как начале, заедешь слева, да, в по-моему, начале. да. Вот Я на сам ней там вполне хватает. сына учу там машины водить. И ветер там хороший, считай, ничего не закрывает, ни дома, как бы. Вот. Как бы так вот, ну, хватает времени. Скучно зимой не бывает. Понятно. Не, ну я просто думаю, что раз уж, ну, парус, то по воде только, да? Ну, то есть, получается, и зимой. А много народу ходит вообще? Ну, наверное, все, как правильно, все зависит от количества яхт, наверное. А сколько у вас яхт? Вот. На данный момент было 6 рабочих яхт, только, которые, ну, полностью готовы, допустим. Соответственно, у нас 2 смены, 12 детей в среднем, допустим, может уходить. Сейчас вот мы уже к соревнованиям подготавливаем еще 10 яхт, и у нас уже будет 16, получается. Вот Ничего себе. 32 ребенка как бы можно взять на лето. Ага, уже их учить. Да. А желающих вообще много? Какой-то конкурс там или что? Или... Вообще, Желающие... каким образом деятельность у вас производится? Это вы вообще на коммерческой основе, либо спонсоры, либо... Нет, у нас не коммерческая организация сама. Я но... думаю, что уже Ага, скоро да, туда конечно. масло добавляю. Ага. Сама организация не коммерческая, но мы имеем право как бы заниматься коммерцией, чтобы Ну, то есть, себя развивать. скажем, да. за плату детей учить. Да, также можно за оплату учить, можно членские взносы сделать, допустим, кто уже себя зарекомендовал, скажем, долго ходит, и видно, что он ребенок как бы, ну, конкретно этим интересуется. Масла достаточно? Да, У нас, по-моему, да, чуть-чуть- еще дольем как бы. Слушай, а в советское время он же был, ты же говорил, 80-е годы, страшно развит, да? Сильно, скажем Ну, так. И в стране, и в Якутии, да? А потом, почему все затихло? Ну, в конце 80-х, получается, когда все это пошло, оплачивать перестали зарплату. Людям как-то надо было на что-то жить, и тренера поуходили, и из-за этого сразу Как говорится, при закрылось. всем желании, да? Да, получается, у нас тренер был Вера Иннокентьевна, вот она с нами до последнего была, и потом все. Мы потом еще примерно года 2, наверное, ходили, так как мы уже как бы, ну, свои были, грубо говоря, да, пацаны. Нам еще выдавали вооружение на яхты. Вооружение? Да, ну, вот, чтобы яхту, как бы вот она летом, точнее днем, она пустой корпус стоит. А когда приходишь, получаешь вооружение на ней. Там, ну, руль, мачта, там, грубо говоря, парус. Это вооружение называется. А, вооружение, я подумал, вооружение именно да. какое-то Нет, военное. вот, Нет. да, вот яхту Не вооружить, это военное, не ее военное. как бы собрать яхту, получается. Вот. Ну, то есть оснастку всю, да? Да. Внутренности. Так, ну, отлично, все 3 влезут, да, у нас? Да, влезет она, оказывается. Так, тебе я даю лопаточку. Салфетки, пожалуйста. Сергей. Еще одну. Салфетки не помогут. Да. А потом что, как пошло? Когда начало возрождаться обратно? Ну, ребята пытались яхт-клуб восстановить в свое время, как бы там не получилось. Опыта не хватило или, может, финансов не хватило, не знаю. Вот. А потом, когда же это все забылось,
Вот в армию ушел, суета, с армии пошел на работу, устроился, суета как бы. И только лет, может, 8 назад вспомнилось, что вот была же такая мечта. Такая любовь, да? Да, внутренняя. как бы настолько это, и вот настолько забывается, вот, стирается вот из памяти, получается. И изначально о клубе вообще не было речи, потому что все-таки это затратное удовольствие, да. Ну и вообще как бы вот вести это же дело все-таки надо. Поэтому просто было желание купить яхту. Начал искать яхту, чтобы опять как бы под паруса встать. Нашел, ну доставка дорогая очень сюда получается. В итоге сначала заказал виндсерфинг, это вот доска с парусом, которая. И вот на Белом озере на нем начал ходить. Потом уже яхту нашел. В итоге яхту взял маленькую. И сейчас уже 6 яхт у вас. А? Сейчас уже 6, говорите, же яхт, да, у вас? Нет, это у меня большая яхта как бы своя, не клубовская. Но она чисто парусная. Тоже, да, парусная. Чисто парусная, да? Вот. А потом уже как бы в мыслях-то гонял клуб, ну, чтобы вот хотелось бы, как бы, чтобы восстановилось, дети опять катались, да. И вот к этому даже не шел, не стремился, просто было как бы какие-то мысли просто были, да. Пока вот не пришли к тому, что строить надо, а не покупать. Ну, то есть самостоятельно попробовать это Да, делать. так намного как бы проще. И потом еще оказалось то, что это когда покупали, мы-то на новых пластиковых ходили, да, и зимой мы мало теории было только у нас чуть-чуть. А тут получается, что дети все 360 дней заняты. У нас уже нет такого. Все потому что говорят нам, нафига ты это открыл? Сезон-то у нас всего 3 месяца, грубо говоря. Ну да, Да, да. я говорю, да какой 3 месяца? Я весь год занимаюсь как бы с детьми, у меня нет сезона. Поэтому для Якутска получилось выгоднее деревянные строить на данный момент пока. И если так вот примерно грубо сказать, что одна вот эта маленькая яхточка стоит 170 и плюс доставка сюда, то мы ее сделали здесь за 27 или чуть даже меньше. Ну, существенно дешевле Зато получается. целый год еще и занятия, получается, проводили, и дети еще и построили, и инструментом научились работать, да, плотническим. А это какое водоизмещение? Сколько там, может, на одного человека или сколько? Ну, она на одного вообще на соревнованиях как бы, но мы их и двоих садим, мы троих туда садим, бывает, когда вот кто новенькие, допустим, катаются, либо они, когда уже не на тренировках, у них идет не тренировочный заезд, а просто катаются, они могут вдвоем, ну, веселее бывает, садятся. А соревнования как часто проходят? Или вы сами их проводите? Ну, мы сами как бы проводим, допустим, если у нас июнь, июль, август, то в конце воскресенья соревнования. То бишь 3 А залета, парусный 3 спорт соревнования. сейчас же, по-моему, олимпийский вид спорта, да, или уже нет? Да, Уже есть, да, по-моему? конечно. Да. И вот эти яхты олимпийского класса, и они у нас по размерам, по весу, по всем Ну, то есть параметрам. соответствуют Да, этому, соответствуют. да? А получается выезжать куда-то или какие-то соревнования участвовать? Выезжать как бы получилось бы, если бы не ковид. Ну пока сейчас, Да. ну просто... Не успели ребята, получается, набраться опыта, поэтому хотели как минимум съездить в августе в Неринг к ребятам, там погонять у них на водоеме. Вот. А так вот в планах, конечно, и Владивосток звали нас, и Новосибирск зовут к себе в яхт-клуб, и даже в Испанию зовут, и готовы даже сделать бонус для 2 детей, как бы, оплатить им туда-сюда поездку. Как бы в планах есть покататься. Ну все-таки получается за счет энтузиазма, да? Ну, это как бы с моей стороны маленько, да. А так уже помогает же все равно. Так. Есть как бы маленько спонсоры, есть С этого как бы, места подробнее, пожалуйста. да, ну хотелось бы и больше, конечно, да. И гранты пишем. Вот, допустим, если в начальные 6 лодок это мы строили на мои деньги, а вот эти 10 лодок новых мы построили на краундфандинговой платформе planeta.ru. Там мы собрали деньги, и плюс сейчас вот мы второй проект выиграли на президентском гранде, ФПГ, фонд президентского гранда, да? Там мы выиграли на строительство 10 весельных лодок. Вот мы с 1 октября там начнем. Типа каноэ, да? Типа... Байдарки, каноэ. Нет, не байдарка, каноэ, более устойчивая там лодочка будет. Сейчас заболтались, и чуть не так. Вилочку, ага. Так, вилочку. пожалуйста. Сейчас забыли о самом главном. Да, весельная лодка на троих, получается, расчет на нее. Вот их будем строить. А то... Ай-яй-яй, sorry. нормально. Так. Получается, когда ветра нету, во-первых, немножко, некомфортно, да, на воде.
А во-вторых, сразу у нас увеличится, как сказать, по годам. То бишь уже не только дети могут, да, все, подростки, взрослые, хоть пенсионеры могут уже Ну то есть участвовать. из-за того, что лодки побольше, Да, уже водоизмещение, могут уже участвовать. устойчивее, да? ходить, да. Говорите. Плюс у нас это и за счет этого гранта будет бесплатное обучение вот уже в 2022 году. То есть вы можете группу набирать Да, дополнительно? будет группа. А как вообще объявление даете или как? Как вообще вот находите? Или уже настолько узок, что уже все друг друга знают, да? Ну, изначально, получается, чисто WhatsApp был. Ага. То Потому есть, что рассылку сделали? лодок мало, много не возьмем. WhatsApp хватит, допустим. Ну кинули. слишком много тоже рекламы, да, все повалят. Да, там, смысла как Ну, бы нет. условно, Если ага. только покататься, просто прийти, допустим, вот так вот. Если вот когда мы только начали в 2018 году, мы написали в WhatsApp бесплатный тест-драйв для детей. Там. И вот у нас первый день 17 детей записалось, Ух ты. второй день 67 детей записалось. Но они же не весь день ходили, они пришли там на час, грубо говоря. Там. Кто-то вообще, может, 15 минут вышел, и ему не зашло. А кто-то да, пришел и некомфортно, боится и все, там, остался может, как бы, всё-таки. да. И вот я 67 уже сижу дома, записываю, а потом думаю, блин, а лодок-то как бы это мало, как вообще по времени там. Потом перестал записывать, и все, и так, ну всех откатали как бы. Вот это когда мы на 202-м еще были. На лодочной, да? Да. Не на лодочной, на самом 203-м, даже больше как бы. Это в 18 году Ага. начинали когда. Всё То есть у вас на Белом озере тоже база получается, да? Потому что я так предполагаю, себе это же все равно что-то нужно, где-то хранить это все, да? Ну, сейчас мы только на Белом От озере. сырости, от дождя Да, защищать. летом на Белом озере у нас там 2 контейнера 40-футовые. Все лодки там хранятся. Так, уже у нас почти уже все готово, походу. Так, я теперь приготовлю тарелочку для того, чтобы сервировки. Тут, чтобы мука, так сказать, не пропадала, да, сделаем лепешечку. Наверное, назовем ее рыбная лепешка. Рыбная лепешка. Так, рассказывай. А что тут рассказывать? Да. Водички еще маленько сейчас добавим, наверное. Да? Водички добавить? А сейчас посмотрим, что там, Смотри. как она пойдет. И ты потом ее тут же поджаришь? На этом же. Вот просто масла, наверное, многовато будет. Посмотрим. Ну, сольем. Ничего. У нас все импровизация. Рыбу как долго надо жарить? А смотришь на нее, как бы вот кому как. Ну, вот, типа вот, готово. Вот тут нормально. Вот это нормально, Вот да. это четко сделать. А если даже не дожарить, что и будет? Как бы. Ну да. Рыба, Чуть-чуть, да, рыба. как говорят, альденте, да? Ну, поэтому главное не пережарить. Слушай, а вот мне вот шпаргалочка есть, да? Проект «Я капитан». Это вот и есть, который мы проект выиграли. Грант, который, да, вот ты рассказывал. Про строительство 10 весельных лодок. Вот, и там в конце будет регата, тоже на этих же лодках весельных, и на парусных лодках будет, как бы 2 регаты в одном. Ну, то есть в планах это следующий год, наверное, да? Ну, мы его уже выиграли, договор подписали на этот проект, и с 1 октября мы его начинаем реализовывать уже. Но это же все равно соревнования летом же будут проходить. Да, 22-го, летом уже. В следующем году. Ну, если ничего не помешает, так говорится. Да, ну, надеюсь. Один проект был у нас вот сейчас на Илдахана. Мы хотели катамараны парусные взять и на них тоже обучение проходить. Там уже тоже можно было взрослым, так что без ограничения по Ну, то есть, возрасту. получается, у вас уже вот яхт-клуб, ну, несколько классов, да? Получается, и парусные, есть катамараны есть. Сейчас, получается, еще весельные уже 10. Катамаранов пока нету. Катамаранов нет? Да, Ну будет. мы его не выиграли. Не выиграли. Да, мы его не выиграли в итоге. Но вот, надеюсь, это рано или поздно мы его все-таки выиграем, потому что очень интересный проект. По сути, можно не только на озере тренировать людей, можно на речку, на походы выходить, как бы с детьми на этих катамаранах. На сплавы. Да, на сплавы. Это сплавы это на байдарках обычно подвез. А мы подниматься можем вверх. Для нас это как бы поход, не сплав.
Что мы спокойно идем на линии, можем против ветра и против течения идти. Спокойно идти. Да, ну не спокойно, но идет спокойно. Ну, можете пойти, грубо говоря. Да. Сейчас можете взять и валек 700. Без проблем. Без проблем. Вопрос во времени, и все. Ну и какие-то цели, если будете преследовать, да? Да, просто отдохнуть, допустим. Сам как бы парусный спорт, он разделяется на несколько категорий. Это вот, грубо говоря, любительский, да? То, что мы Ну сейчас- туристический да. просто, отдых и все. Потом профессиональный спорт высшего, когда вот эти вот все соревнования. Туристический спорт и, как его называют-то? Экспедиционный? Экспедиционный. Экспедиционный. Правильно, да. Ага. Вот. И получается нам, допустим, этот спорт высшего сейчас как бы особо не актуален, потому что опыта мало и выезжать еще, да? Вилочку еще одну. Да, Плюс выезжать надо. уже вытаскивать. Вот. А нам самое оптимальное это вот любительский спорт и туристический спорт. Сейчас получается, то есть больше на популяризацию. Да. А экспедиционный тоже как бы не канает, потому что тоже дорогой. Как бы. Интересный, но удовольствие дорогое. Поэтому больше так. Слушай, я, может, ошибаюсь, да, но читал, что вот парусники же есть, которые под парусами ходят. Профессиональные яхтсмены, которые вот идут на долгие эти. 80% считает, что они плавать вообще не умеют. Чтобы А типа, почему бы и нет? да, что типа дополнительная мотивация, чтобы с тебя с лодки не скинуло. Я вот тоже плавать не умею, почему я вот спрашиваю? Это вообще подтвержденная информация? И я даже не скажу, потому что, ну, я этой статистики не видел. Ну, запросто. Вот у нас, допустим, если взять другие яхт-клубы, там в обязаловку ты должен плавать уметь. У нас, допустим, нет такого в обязаловке, что ты плавать. Потому что там процентов, наверное, 30-40 детей не умеют плавать. Вот. Кто-то, то может, максимум по собачьи, Ну, просто допустим, и чуть-чуть всё. на воде Да. держаться и все. Ну, с другой стороны, как бы это, ну, я не вижу смысла особого взять ребенка, который только умеет плавать. Они все равно все в жилетах. Плюс мы их топим вместе с яхтами. У нас занятия, когда ветра нету, чтобы они вот не боялись, мы их прям переворачиваем с лодкой. Даже так. Ну, то Да. есть специальные какие-то такие эти, да? Да, Задания. Его задача эту лодку перевернуть, воду откачать и дальше следовать, как бы. Ну то есть, потому что, ну, форс-мажор всегда же может случиться, Да. правильно? Поэтому, Чтобы у человека был опыт. как бы, и на море может такое же быть. На море, допустим, вот не профессионалы, а вот эти любители, которые живут там или просто вот эти походы ходят, скажем так, да, они многие в море не одевают жилет. Потому что как бы лучше сразу, чем сидеть там сутки мучиться, как бы получается. Ну даже. Поэтому не исключено, что кто-то и плавать не умеет. А ты плавать умеешь там? Да. Да? Ну, то есть уверенно. И я как-то в детстве сбежал с пионерлагеря, там с мальчиком подрался и что-то убежал в итоге. Прибежал и в этот же день пошел с папой купаться. И он меня научил плавать в этот день. Там на дамбе тут под конем. Тогда еще этой дамбы не было, которая до Ричпорта идет с 202-го. Так. А тем временем Так, может немножечко наполовину где-то слить, чтобы... вот- Масло. Да, ага. Так, сольем. Очень аккуратно. Аккуратно. Сойдет? Да, все. Или еще? Еще, наверное. Еще. Чтобы это как бы минимум там она это... Лишь бы было и все, да? Да. По идее, вообще новое масло можно взять. Ну ладно. Расскажи, пожалуйста, еще про гранты, да? Насколько сейчас упростился вообще этот процесс? Ты же говоришь, что вот какой-то грант выиграли, и какой-то не смогли, но все равно ставите целью на гранты. Так, ну, упрощенно за счет ресурсных центров. Допустим, вот у нас в городе несколько ресурсных центров. Вот. Они очень сильно помогают. Вот эти писать проекты, много семинаров всяких проводят, чтобы как... Ну, правильно все оформлять. Плюс, как если ты не получил, как доработать эту заявку твою. То бишь, без них это как вот ты без рук. Это вот прямо клондайк такой, ресурсный центр для нас, для некоммерческих организаций, НКОшек. То есть именно их задача помогать, получается, да? Да, помочь довести тебя
до крайней точки, чтобы ты уже все сделал, сдал. Вот. Поэтому особых проблем я не вижу как бы вот в этих грандах. Единственное, что, допустим, для меня была сложность. Первый, где я проект писал, это вот краундфандинговая платформа. Ага. Там было очень легко заявку заполнить. Там, получается, как бы пишешь, я такой-то, хочу построить лодки, чтобы занимались дети. Все. Да, и кто-то поскольку-то скидывает, Да, когда и- нужная сумма собирается. Твоя задача такая только схема, да? привлечь к максимуму людей туда, которые могут тебе денежку положить. И отчет настолько простый. Я не отчитываюсь ни по деньгам, куда потратил, сколько потратил. Моя задача вот построить было эти 10 лодок, для занятия, все. Как бы никто с меня больше ничего не спрашивает. А вот в президентском гранде, да, и в других грандах, допустим, там уже ты должен отчитываться вообще пошагово, за каждую копеечку, за каждого человека, которого ты, Ну да, ну то есть прописал. там. конкретная отчетность должна Да, быть. там уже намного сложнее. И там немножко сложнее саму заявку подать. Очень много как бы статей разных. И там не просто так написал, я хочу построить школу, чтобы И занимались. давайте мне. Да, там надо сначала создать проблему. Как бы вот он нету, там в городе там у нас такого-то занятия. Да-да-да, вот как раз хотел вопрос вот задать, дети- а вот что дети вот у нас- именно общественные инициативы получали, вот что нужно, да? Да, желание, наверное, скорее всего. Желание, огонь в глазах, Да. да, обосновать как говорит, проблему, да? Потому что вот, когда я клуб начали открывать, была, ну, вопрос стоял, как открыть. Либо это ООО какой-то, либо это ИП, либо вот какое-то некоммерческое мне сказали. Я о нем вообще даже понятия не имел. И все-таки смотрю, как бы, ну, это по деньгам нет смысла, как бы, много влаживаться очень. ИП нет смысла открывать. Некоммерческое, вроде бы там читал, смотрю, вроде как, ну, хоть где-то что-то выгода есть по аренде, там, помещений, там, еще что-то, да, там, по налогам. Вот. И открыл некоммерческую в итоге. И нам, некоммерческим, как бы немножко хорошо в том плане, что где-то налоги можно не платить, если тебе деньги приходят, как они правильно, целевые. Вот. Ты за них уже не платишь налоги. Вот. Слушай, а еще у него такая есть такой вопрос есть, да? Вот ты продвигаешь экологические инициативы массы, да? И написано, что ты сторонник осознанного потребления. Это что такое? Изначально не хочется как бы, ну, создавать мусор, да, на планете. Никому, наверное, да, но мы просто создаем. Есть баки, мы считается, выкидываем, что да, да. человечество, каждый человек имеет углеродный след, так Это называем. типа для всех нормально. Ага. Как бы, хотелось бы, но возможности не было. Пока вот не появились сначала, по-моему, батарейки у нас начали принимать. По-моему, самое первое вот мы начали копить. Мусор разделять. Потом уже появился картон, пластик. Но когда он появился, это было в Мархе, как бы далеко ехать. Вот. А так вот, ну, еще такие маленькие моменты там, чтобы воду лишнюю лить, там, в стакане, те же зубы чистить. Потому что утром нагрузка большая на честные. Если она не справляется, она просто скидывает удочку, допустим. Такие моменты. Там. Либо свет везде выключать, тоже хорошо как бы. То есть, а каким образом ты пропагандируешь это? Не знаю, это должно быть осознанно у человека, наверное. А не так, чтобы ему сидеть это и втирать. Готово? Нет? Да, наверное, вот я не знаю, она немножко толстая получилась. Прожарилась, не прожарилась он до конца. А то вот это не рыба. Вот и проверим. Тесто мы- не рыба. Да, перец будем делать? Как скажете, так и сделаем. Да. Ну, времени у нас еще есть. Мы Есть. успеваем, да. Там, Так в что- принципе, и по времени практически то же самое. Да, немножко. она быстро. И прямо здесь тоже, да? Да, наверное. Давай. Так, тогда тут чуть-чуть побольше Масло. масла. Масло. Может быть, ее чуть-чуть Почистить? сполоснуть, почистить, да? Да бумажкой? что ее чистить-то как бы в фруге? Нормально, Я вообще-то да? не знаю, перец с рыбой, как он совмещен, не совмещен. Но как гарнир, мне кажется, отлично будет. Поэтому, Почему если нет? нормально, то и чистить не надо. Давай по Бывает, одному и перчику всё. тогда порежем. Так, стоп. Оп. Главное это. Вот, Так, полку- давай ты сам. Да, да нет, давай вместе. Давай. Показывай. Срезаем, да. Нам главное это.
параллельно сделать и ровненько, чтобы не виляло А, никуда. вот эти да, такие, чтобы да? когда мы Ну, в общем, перевернем, вот верх я отрезаю сейчас. чтобы плоскость у нас как бы, ну, максимально прижималась к этому, к сковородке. Ну, и вот где-то вот такая толщина у нас выходит. Получается. Хорошо. Так, если сейчас я отрежу, сейчас посмотрим, что вообще. Ну, серединку я же выбрасываем, правильно? Это тоже Да выбрасываем. чем? Это надо. Конечно, это же можно съесть. Зачем Так, выкидывать? ладно. Вот так. Тогда пополам, наверное. У меня пополам выходит. Ну, давай вот так. И вот так. Хозяин-барин, как скажешь. И Так, ну где косточки мы? я убрал уже свои косточки. Сейчас немножко серединку тоже немножко это срезать, чтобы Слишком много-то белого не оставалось, да? как бы колечком осталось. Передача все-таки у нас с уклоном в кулинарную, да? Твое любимое блюдо. Пускай рыба останется. Рыба? Да не, ну как бы вкусного там много, и это как вот Может, с детства что-то. нельзя быть фанатом, то же самое и к еде, если ее так много вкусной, зачем что-то одно выбирать? Ну, такое блюдо, которое с удовольствием, ну, чуть ли не каждый день было. То есть, получается, рыба. Можно рыбу, вообще Да. без проблем. А если вопрос стоит такой, мясо или рыба? Блиц вопрос. Мясо или рыба? Смотря какое мясо или рыба. Не, ну если конкретно отказаться, только рыба или только мясо, чтобы было рыба? Масло уже горит, по-моему. Да, ну я думаю, рыба лучше будет. Рыба. Да. Ну, она и полезнее. А сам рыбак? Да. Ну, немножко, любитель. Немножко? Да. А как рыбачишь? В основном спиннинг, удочка и что-то вроде... Редко динамит. Редко динамит, да? Кстати, на взрывника тоже учился. Но не взрывал. А где... Так, что делать? Морковку. Держи. Давай. Ну, одной морковки, мне кажется, достаточно. Да. Тут карамелизация идет полным ходом. Ух ты. Да. Жестко, да? А? Жестко, да? Рано выкинул. Сложил туда. Ну, не знаю. Я чуть-чуть огонь сбавил, потому что он многоват. Это, наверное, еда, как и кино. Посмотрел какой-то классный фильм. О, это мой любимый. Потом бах, новый вышел. Уже другое. Вот это мой любимый. Как же она седой. Слушай, а что самое экзотичное доводилось пробовать? Специально, может быть. Экзотичные. Ага. Скажем, экзотичные, которые мне не понравилось. Это в Турции было это. Идешь, когда там в этом шведский стол. И там вроде бы к чаю такие какие-то вкусные, красные там или какие-то зелененькие такие, типа печенюшки, скажем, да? Их раз взял, потом хопа, а это каша цветная. Что? Каша цветная. Каша цветная? Да, кашу покрасили и положили где к чаю, блядь. Вот это было очень это Странно, да? странно, да. А экзотичного даже это, не знаю, лягушек вроде бы не ел. Черепах, наверное, ел. Каких-нибудь, может, мидий там или что-то такое только. А обычный рацион вашей семьи какой? Супчики, с макарошками что-нибудь. И сейчас ты будешь морковку? И потом Сейчас перец, туда же морковку поджарим. Параллельно рядышком положим перчик, если место найдем. Потому что хотелось перцы тоже с двух сторон немножко поджарить. Так, ну, наверное, хватит, я думаю, морковки-то места мало. И тут с огурцом второй раз только делаю. Ни разу вот так вот огурцом не пробовал. Потому что он лежит, смотрю, морковка, огурец, перец. Давай-ка что-нибудь с них. Как раз проверим, что получится, да? Опа, мешалка такая есть. Красненькая. Будем даже, да? Так, наверное, еще масло туда добавляем. Так, масло. Скажи, сколько? И пока нормально.
Как тут многие, видимо, любят налил и готовят. А мне как-то проще маленько подливать, чтобы не переборщить. И соль в самом конце, получается. Всё. Чтобы не пересолить, то есть, получается. Нечто вроде овощного гарнира, да? К рыбе. Наверное, скорее всего, видимо. А, так хитрость Это строить. чтобы они не мешали сейчас. Правильно, место освобождать, да? Да, или прямо закопать в них. А, вот так. Да, типа того. Ух ты, у меня чуть один не реверсы, что ли. Вот так, да? Мы, Ну, мы потом сейчас вытаскивать все равно будем. мы Это- тоже что-то умеем, да? Это чисто, чтобы это нам место освободить здесь. Сейчас загрузим яички. Сюда прямо. Да, прямо сюда. Опа. Так, красота получается. И знаешь, что я люблю делать? Мне разрешают фото делать. Вот так. Красивая красота получается. Извините за тавтологию. Ну, чуть-чуть уходит. Ну, ничего страшного. Перевернуть это дело. Так, Так, чтобы она везде тут затекла. красивую фоточку. Так. Оп. Перевернуть. Да. Красиво. Лучше не вывалились. Уже хорошо. Оп. И чуть. А, ну да, чуть-чуть передержали, но ничего, ничего. Выглядит аппетитно. Слишком много болтали, наверное. Ну Вот что, это держали. это у нас рыба, это у нас гарнир. У нас еще лепешечка есть. По-братски, одну пополам, да? Ну что, наконец-то, наконец-то мы уже созрели. Очень Приступаем. вкусно. Да, приступаем, попробуем. Так и есть. Чё? Хорошую как рыбу. лепешка? Да. Получилось? Лепешка ровно-ровно прожарилась. Нормально. В общем, все вкусно, да? Вопрос еще такой, оказывается, я забывал тебя спросить. Самая заветная мечта твоя? Да даже как-то это Засмущал? затрудняюсь ответить, наверное, мечта. Детей надо воспитать. Правильно. Что в наше сложное такое время проблематично. Поэтому это самое главное у нас. Ты так считаешь? Да. Да, ага. Ну что, друзья, мы можем, конечно, в кадре бесконечно это кушать, да? Обязательно мы это все доедаем, но эфирное время у нас, к сожалению, не резиновое. Слишком много ее не бывает. На этом еще раз хочу, Сергей, тебе сказать огромное спасибо за то, что согласился быть гостем моей передачи. На этом мы прощаемся. Я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусная» на канале Якутия 24.